В этот яркий, теплый день звучал Хэумэй. Были исполнены государственные гимны, ведь открывалась новая школа. И первый звонок для первоклашек прозвучал по-особенному. Ребятишек с началом учебного года поздравили представители правительства, Министерства образования и мэрии Кызыла. К поздравлениям официальных лиц присоединился и внук первого министра просвещения Тувы Оржака Лобсан Кендена, в честь которого названа новая школа Аяс Лобсан. Уважаемый Александр Сергеевич, преподавательский коллектив, дорогие дети, мне бы хотелось от лица главы города Кызыла, от лица депутатского корпуса поздравить вас сегодня с знаменательным днем, Днем знаний и открытием 18-й средней общеобразовательной школы города Кызыла на левобережных дачных обществах. На торжественной линейке руководителю подрядной организации «Бенкос», качественно и в срок исполнившей свои обязательства, вручили юбилейную медаль в честь столетия Тувинской Народной Республики. Я все-таки хочу зачитать указ главы Республики Тыва о награждении юбилейной медали в честь столетия образования Тувинской Народной Республики за многолетнюю добросовестную работу в отрасли строительства, наградить юбилейной медалью в честь столетия образования Тувинской Народной Республики Гаджиева Шерифа Гаджи Аглы, директора департамента обусловленного подразделения общества ответственной компании «Бенкос», которая построила эту школу. Руководитель компании Шариф Гаджиев сам живет на левобережных дачах и не понаслышке знает проблемы семей с детьми. Он рад, что внес посильную лепту в их решение. Его компания строила здесь детский сад. И всегда у меня был такое мечта, желание, чтобы как раз здесь место есть, а люди каждый день. Здесь же 15 тысяч населения живет. Каждый день они с утра с каким мучением едут в город, по разным школам. Иногда бывает родители, несколько детей есть. Одна школа в одном месте, второй дети второй школы, третья школа. Ну как им сложно для детей? Ну, благодаря правительству Республики Тыва и Российской Федерации они дали вот такое замечательное решение, чтобы здесь тоже надо строить школу. Раньше без своей школы детям приходилось ждать автобуса в город и в холод, и в жару, а родителям тратить только на проезд не меньше 100 рублей в день. Все это хорошо знает Айсу Карасал, одна из будущих выпускниц новой школы, которая раньше училась даже не в черте города, а в поселке Сукпак. Я очень рада, что у нас открылась новая школа, 18-я школа. Так как раньше мне приходилось учиться в Сукпаке, я училась раньше в Сукпаке, приходилось ездить с пересадкой. Я ездила сначала в центр, а потом приходилось ехать в Сукпак. Иногда бывало, что я опаздывала на автобус, опаздывала на уроки, учителя ругались. На сегодняшний день в школу записано более 2000 учеников. Списки желающих продолжают пополняться. Только учеников первых классов новая школа приняла свыше 400 человек. Вот и прозвучал первый звонок для учеников новой 18-й школы. Сейчас тут собирается вторая смена, после которых будет третий поток школьников. Алдынкыз Буян Монгуш, Ангар Оржак, Тува, 24.